Здравствуйте, в эфире новостная служба Центральноазиатского телевидения. В студии Андрей Рябченко, и сегодня в программе. Тела 4 молодых таджиков в целлофановых пакетах найдены в окрестностях Москвы и Тулы. В Кыргызстане при получении взятки пойман с поличным депутат парламента. Под подозрением еще один высокий чин глава аппарата президента республики. В Душанбе к 13 годам заключения приговорили Максуда Ибрагимова, оппозиционера, выкраденного таджикскими спецслужбами из России и провезенного домой в багажном отсеке. Узбекское госинформагентство укоротило рост главы Китая, чтобы он не смотрел свысока на Ислама Каримова. Царь-взятка. В Казахстане уже бывший чиновник, глава выставки Экспо-2017, подозревается в получении откатов на почти 25 миллионов долларов. И начинаем со срочных новостей. Сначала в Подмосковье, затем в Туле были найдены по 2 тела убитых таджикских граждан. 4 таджикистанцев были завернуты в целлофановые пакеты и выброшены подальше от людских глаз. Вместе с ними был обнаружен труп еще одного мужчины азиатской национальности, личность которого до сих пор установить не удалось. По предварительным данным, все 5 работали на одном объекте и погибли от удушения угарным газом. Подробности трагедии из уст первого секретаря посольства Таджикистана в России Мухаммада Эгамзода, который принимал непосредственное участие в опознании тел убитых. Насколько нам сообщили из ОВД района Ступино Московской области, они обнаружили вблизи деревни Горки тела 2 человек без признаков насильственной смерти. Они были завернуты в целлофановые пакеты. В результате выяснилось, что это граждане Таджикистана Юрматов Хуршед Шарифович 88 года и Халифаев Самандар Салимович 89 года рождения. Спустя некоторое время были обнаружены еще аналогичный инцидент. Под Тулой обнаружили тела 3 граждан. Потом мы выяснили, что 2 из них являются гражданами Таджикистана. Сейчас по данному делу возбуждено уголовное дело по статье 105, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие ведется. Пока мы ничего не можем сказать о причине смерти наших граждан, но есть предположение, что они умерли в результате угарного газа. Глава движения «Молодежь Таджикистана за возрождение» Максуд Ибрагимов приговорен к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщил его российский адвокат, лидеру Ассоциации права человека в Центральной Азии Надежде Атаевой. По словам защитников, его обвинили в участии в объявленной властями экстремистской группы 24, в которой он никогда не состоял, имея собственное движение. Дело Максуда Ибрагимова началось еще в Москве в январе этого года. Тогда таджикского оппозиционера, имеющего гражданство России, задержали на дому сотрудники российских правоохранительных органов. Но когда его доставили в прокуратуру, он заявил протест и написал о незаконном похищении себя полицейскими. Когда Максуд Ибрагимов вышел из здания прокуратуры, на улице его ждали несколько неизвестных. Они заявили Ибрагимову, что тот лишен российского гражданства, и отобрали у него паспорт гражданина России. Затем Максуда Ибрагимова против его воли отвезли в аэропорт и без документов в багажном отсеке отправили в Душанбе. По прибытии его под пытками принудили заявить о том, что он прилетел в Таджикистан добровольно. Оппозиционера обвиняют в пособничестве группе 24. Он это отрицает и подтверждает, что участвовал только в создании молодежного демократического движения за возрождение Таджикистана в России. Суд над Ибрагимовым прошел очень тихо, без огласки и привлечения прессы. Только сейчас, спустя уже некоторое время, удалось узнать, что таджикская Фемида приговорила Ибрагимова к 13 годам лишения свободы. Как таджикские власти могли арестовать и перевести через границу российского гражданина? Почему Россия смотрит на это спустя рукава? И в каком состоянии сейчас находится неоднократно подвергнутый пыткам и избиениям Максуд Ибрагимов? Дело в том, что к Максуду Ибрагимову никто не имеет доступа. У него нет адвоката, который находился бы на месте. По этой причине мы не располагаем никакой информации о том, прошел ли вообще судебный процесс над ним. Новость о том, что Максуд был приговорен к 13 годам, мы получили от правозащитницы Надежды Атаевой. На данный момент мы уточняем данную информацию. А в это время Министерство юстиции Таджикистана высказалось и по отношению к другой оппозиционной силе – партии Исламского Возрождения. Обращение ПИФТА к ООН и странам-гарантам мирного соглашения чиновники назвали вмешательством во внутренние дела государства, оскорблением и разжиганием розни. В распространенном заявлении министерство заявило, что никакое государство или международная организация не имеют права вмешиваться во внутренние вопросы Таджикистана. Чиновники обвинили партию в проведении религиозной деятельности, на которую она не имеет права, хотя и является религиозной. Еще одной претензией стала якобы симпатия ПИФТА ИГИЛу и другим террористическим организациям.
Все обращения и жалобы ПИФ на госорганы Таджикистана были названы клеветой, а также подчеркнуто, что цель ПИФ не в том, чтобы предоставлять объективный анализ, но в том, чтобы любыми путями оскорблять государство и разжигать рознь в обществе. Национальное информагентство Узбекистана с помощью инструментов ретуши специально укоротило на фотографии рост 180-сантиметрового главы Китая Си Цзиньпиня, которое было сделано на прошлой неделе во время очередного саммита Шанхайской организации сотрудничества в Уфе. На снимке он получился одного роста со 170-сантиметровым Исламом Каримовым. На официальных сайтах узбекских порталов можно невооруженным глазом увидеть не только омоложенное с помощью ретуши лицо президента Ислама Каримова, но и укороченный рост 180-сантиметрового главы Китая Си Цзиньпиня, сообщает Узадлик. На фотографии китайский лидер стал одинакового роста с президентом Узбекистана Исламом Каримовым, чей рост составляет 170 сантиметров. Однако в попытке укоротить рост председателя КНР узбекские журналисты забыли увеличить рост остальных президентов на фотографии, что в итоге привело к тому, что 180-сантиметровый Си Цзиньпинь оказался самым низким по росту среди всех остальных глав государств. Далее коротко о новостях Центральной Азии. Сегодня в Бишкеке температура воздуха в тени поднялась до 44 градусов. Премьер-министр сократил рабочий день на 2 часа для всех работающих в республике. В соседнем Ташкенте, по официальным прогнозам, температура также поднимется до 44 градусов по Цельсию. Однако у многих жителей это вызывает скепсис. В социальных сетях появилась фотография цифрового термометра, установленного на одной из ташкентских остановок. Если верить ему, температура прогрелась до плюс 63 градусов. По данным Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в первом полугодии этого года выехали в трудовую миграцию более 336 тысяч граждан. Более 300 тысяч из них мужчины, отбывшие на заработки в Россию. В Казахстан отбыло чуть менее 5,5 тысяч человек. Нурсултан Назарбаев ушел в краткосрочный отпуск. О том, как глава Казахстана будет его проводить, не сообщается. В Чуйской области Кыргызстана произошло столкновение двух автомобилей. Погибли 5 человек, 7 получили ранения. В Казахстане парень, имеющий лицо старика, объявил о скорой свадьбе. Нуржан Уркешбаев, страдающий болезнью раннего старения, разослал приглашение не только родственникам и друзьям, но и врачам, которые лечили его, а также передал приглашение ведущему российского ток-шоу Андрею Малахову, который рассказал о нем в программе «Пусть говорят». Сейчас Нуржан Уркешбаев единственный в Казахстане человек с болезнью прогерия. Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил, что при получении взятки в размере 100 тысяч долларов задержан депутат парламента Хаджимурат Каркмазов. При этом тень подозрения легла на еще одного высокого чиновника, руководителя аппарата президента Данияра Нарымбаева. По данным силовиков, Каркмазов вымогал 200 тысяч долларов у родственников бывшего депутата парламента и экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева за содействие в положительном решении вопроса при рассмотрении его уголовного дела в Верховном суде. Ранее киргизская Фемида признала Тюлеева виновным в коррупции, приговорила к 11 годам колонии. В результате проведенных ГКНБ совместно с Генпрокуратурой мероприятий депутат парламента задержан с поличным при получении взятки в размере 100 тысяч долларов США. Известно, что Хаджимурат Каркмазов – один из опытнейших депутатов, уже более 20 лет избирающийся в парламент. На протяжении 4 созывов он непрерывно курирует правоохранительные органы и сам возглавляет Комитет по правопорядку и борьбе с коррупцией. Теперь в рамках старого коррупционного дела Наримана Тюлеева открывается новое, в котором замешан не только депутат парламента, но и, вероятно, другие высокие чиновники. По информации родственников осужденного мэра Бишкека, пойманный за руку депутат дал показания против Данияра Нарымбаева, главы аппарата президента страны, сообщает 24KG. По словам родни Тюлеева, депутат был лишь посредником, который получил долю взятку, и решить же дело должен был именно Нарымбаев. Однако в отношении этого чиновника и его возможного участия Комитет нацбезопасности почему-то отмалчивается, не опровергая и не подтверждая слухов. Сам Данияр Нарымбаев на срочно созванном брифинге признал, что несколько раз встречался с дочерью Наримана Тюлеева, которая просила посодействовать в деле отца. Брифинг для журналистов Данияр Нарымбаев созвал специально, чтобы показать, что не арестован. По его словам, ГКНБ на допрос его не вызывала, и он не знает, фигурирует ли его имя в показаниях пойманного депутата. Однако чиновник интересно обмолвился, что не только дочь Тюлеева подходила к нему с просьбами, но и родственники других известных коррупционеров во власти. Спрашивается, зачем, собственно говоря. Впрочем, потом, словно пытаясь скрасить сказанное, чиновник отметил, что бытует неверное мнение, словно аппарат президента курирует судебную систему и Генпрокуратуру, но на самом деле это не так. Насколько реально, в принципе, высокому чиновнику в Кыргызстане повлиять на то или иное рассматривая судебное дело? О каких масштабах коррупции приходится говорить в контексте этого уголовного дела? Одной из целей
переворота, или как его называют, революции 2010 года, была независимость судебной ветви власти. То есть, как нам говорили, при Акаеве, при Бакиеве суд был полностью зависим от исполнительной власти, и поэтому новое руководство обещало, что судебная система приобретет независимость, суверенитет. Однако, несмотря на то, что 5 лет с тех пор прошло, мы видим, что о независимости судов в Кыргызстане, к сожалению, говорить пока не приходится. Характерный пример произошел совсем недавно, когда судью Конституционной палаты Верховного суда Сааранкулову вынудили уйти, можно сказать, уволили из-за того, что у нее было особое мнение по поводу биометрической регистрации данных. Данная ситуация с депутатом Коркмазовым, которая произошла на днях, здесь тоже показывает, что, к сожалению, исполнительная ветвь власти и законодательная в лице Жуку Кенеша, они по-прежнему пытаются оказывать большое воздействие на судебную систему, на принимаемые судебные решения. Путь это тупиковый, этот путь приводит к правовому нигилизму, к тому, что принимаются решения, выгодные в первую очередь для власть имущих, для власть придержащих, и поэтому, к сожалению, мы видим, что ситуация в Кыргызстане именно с независимостью судебной системы, к сожалению, находится пока в зачаточном состоянии. Есть ли надежда, что уголовное дело в отношении депутата и его возможных подельников будет доведено до суда? Были ли прецеденты ареста столь высокопоставленных коррупционеров в Кыргызстане и чем это заканчивалось? Обзор судебной истории республики. При любой кампании всегда начинается поиск ведьм, виноватых. Ну, это же отработанная система. Поэтому многое зависит от политической культуры, правовой культуры. Я не знаю, на сегодняшний день у меня нет уверенности, что есть хорошая база, правовая, культурная база для борьбы с коррупцией в условиях киргизского традиционного общества. Потому что есть те методики, которые применяются, скажем, в развитых демократиях, они попросту не работают. Прецеденты подобного рода в последнее время были, когда отставные министры подвергались судебному преследованию, против них заводились уголовные дела, был даже несколько приговоров, несколько случаев. Но, как мне кажется, данный случай, данный процесс, я не думаю, что он будет доведен до конца, потому что здесь речь идет о действующем депутате парламента, у которого, по моим данным, есть довольно большие связи, довольно большие возможности повлиять на ход этого дела. И поэтому я бы не тешил себя надеждой, то, что это дело будет завершено очень быстро, справедливо и в срок. А в соседнем Казахстане расследуется дело о получении откатов на сумму в 250 раз большую, чем в Кыргызстане. Талгат Ермегияев, бывший председатель национальной компании «Астана Экспо-2017», готовящий всемирную выставку, подозревается в получении вознаграждения на общую сумму в 4 миллиарда 200 миллионов тенге, или почти в 25 миллионов долларов. На сегодняшний день Ермегияев в группе с бывшими должностными лицами национальной компании «Астана Экспо-2017» и руководителями подрядных организаций подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство объектов Экспо-2017. Следствием установлено, что Ермегияев в виде незаконного вознаграждения получил 4 миллиарда 200 миллионов тенге. В отношении 10 главных фигурантов суд избрал меру пресечения в виде ареста, домашнего ареста и залога. Сейчас у Талгата Ермегияева арестованы счета, а сам он находится под домашним арестом. Однако, по свидетельству казахстанских журналистов, это ограничение сложно назвать особо обременительным. Бывший чиновник имеет роскошные апартаменты. Подозреваемый в сдаимстве Ермегияев проживает в элитном доме на набережной реки Есиль, занимая весь 5-й этаж многоэтажки. К слову, всего в этом подъезде проживает 6 семей, тогда как в соседнем 27. Помещенному под комфортный арест Ермегияеву, наверное, немного причиняет неудобство запрет на пользование сотовой связью и интернетом, однако родственники имеют право приходить к нему в любое время.
Широкий резонанс вызвало опубликованное в интернете видео из Бишкека, на котором видно, как девушка, ехавшая в салоне микроавтобуса, сначала вылезла из его окна, потом забралась на крышу движущегося транспорта и несколько минут, раскинув руки, наслаждалась видами. Водители, увидевшие эту картину, начали сигналить шоферу маршрутки. И вот тут оказалось, что маршруточники Бишкека самые спокойные перевозчики в мире. Шофер аккуратно остановился, нежно снял девушку с крыши и поехал дальше. Зачем понадобилось девушке проделать такие акробатические трюки, осталось неизвестно. С вами была новостная служба Центральноазиатского телевидения. Мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До свидания.